Национальный мессенджер Max активно набирает популярность среди пользователей, что подтверждается устойчивым ростом числа зарегистрированных аккаунтов, расширением функционала и интеграцией с государственными сервисами. 15 мая специалисты клиентской службы отделения Социального фонда России по Республике Коми в городе Инте провели для сотрудников администрации муниципального округа информационно-просветительское мероприятие. В ходе собрания участники ознакомились с новыми возможностями мессенджера Max и освоили практические навыки работы с цифровым ID, созданным в данном приложении. Внедрение защищенных каналов связи и переход на отечественное программное обеспечение – это приоритетная задача в рамках обеспечения информационной безопасности и технологической независимости граждан. Важно понимать, что Max – это не просто копия уже существующих приложений, это многофункциональная цифровая платформа, которая кардинально меняет подход к государственным услугам и обеспечивает защищенный документооборот, видеосвязь и обмен сообщениями. Ключевое нововведение – это цифровой ID. По сути, это защищенный электронный документ, который создается в приложении и позволяет полностью отказаться от использования их бумажных аналогов. Платформа Max интегрирована с сервисом госуслуги, что позволяет получать и хранить в профиле гражданина электронные версии многих документов: паспорта, СНИЛС, ИНН, полиса обязательного медицинского страхования, водительского удостоверения. Создать цифровой ID в приложении Max достаточно просто, но требуется соблюдение ряда условий. Во-первых, у гражданина должна быть подтвержденная учетная запись на госуслугах. Во-вторых, на смартфоне должны быть установлены последние версии приложений и госуслуг, и Макса, а также действующая биометрия. Зарегистрированное лицо, либо отпечаток пальца в смартфоне. Создать цифровой ID могут граждане, достигшие 18 лет. Сам документ представлен в виде динамического QR-кода, который обновляется каждые 30 секунд. QR-код в целях обеспечения безопасности невозможно переслать, сфотографировать. Его можно только предъявить для мгновенного сканирования специальным приложением. Этот механизм позволяет подтверждать личность и статус гражданина. Во-первых, что человек является пенсионером, что он является членом многодетной семьи, что он является инвалидом. Представитель отделения социального фонда Наталья Григорьева подчеркнула, что создание цифрового ID в приложении Max предоставляет пользователям широкий спектр существенных преимуществ. Для наших граждан, особенно для социально незащищенных категорий, это реальное упрощение жизни. Во-первых, удобство и доступность. Документы всегда с собой. Документ хранится в смартфоне. Больше нет необходимости иметь при себе бумажное удостоверение или пластиковые карты, опасаясь их потерять или испортить. Высокий уровень безопасности. QR-код обновляется каждые 30 секунд, что делает невозможным его использование по скриншоту или фотографии. Широкая сфера применения. QR-коды можно применять в торговых сетях, аптеках для получения пенсионных скидок. В социальной сфере подтверждает право на льготный проезд в транспорте при посещении музеев, театров. Оформить цифровое удостоверение могут льготные категории граждан республики. Это члены многодетных семей, пенсионеры и инвалиды. Для оформления цифровых документов необходима учетная запись на госуслугах со статусом подтвержденная и установленный мессенджер Max. Рабочая встреча прошла продуктивно и содержательно, вызвав живой интерес у аудитории. В ходе мероприятия сотрудники администрации не только изучили функционал мессенджера Max, но и получили методическую помощь по формированию цифровых удостоверений для льготных категорий граждан. Практическую поддержку в этом оказал еще один специалист отделения Максим Пысин. По всем вопросам, связанным с оформлением цифрового ID на базе мессенджера Max, жители Инты могут обращаться в отделение
социального фонда, расположенного по адресу улица Мира, дом 13.